На этой неделе республика принимала большой дальневосточный форум «Цифровой алмаз». Его главная цель – это популяризация передовых российских продуктов и решений в сфере IT. Участие в форуме принял глава Минцифры страны Максут Шадаев. Подробнее о том, как Якутия преодолевает стереотип сугубо ресурсодобывающей республики и развивает компетенции, которые помогут ответить на актуальные вызовы, в следующем материале. Свыше 1000 участников из более чем 50 регионов страны, более 25 деловых мероприятий и свыше 110 спикеров и модераторов. Все это первый дальневосточный федеральный форум «Цифровой алмаз», прошедший в Якутске и посвященный современным технологиям, цифровым медиа и игровой индустрии. Основная его идея – объединить лидеров цифровой экономики и отраслевых экспертов в обсуждении перспектив развития индустрии медиа, цифрового контента и разработки игр в новой экономической реальности. В числе гостей форума глава Минцифры страны Максут Шадаев. Со следующего года будут создаваться на базе платформы Гостех, а для регионов начиная с 2024 года. Поэтому вопрос, любая новая система, если она создается с нуля, то она может создаваться только на базе платформы. Министр цифрового развития страны на полях форума заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета, поскольку иностранные компании ушли с отечественного рынка. По словам главы Минцифры, те ниши, которые занимали иностранные решения, будут замещены отечественным продуктом. С этой позицией согласились и его федеральные коллеги. У Якутии есть своя стратегия, как раз основанная на развитии креативных индустрий, IT-индустрий, туризма и гостеприимства. Да? Это то, что создает, во-первых, устойчивую базу экономики, устойчивую социальную базу, потому что это малое предпринимательство, это действительно рабочие места, это потребление внутри республики. Ну и при всем при этом это создает такой продукт с высокой добавленной стоимостью, который котируется на внешних рынках. Мы говорили сегодня о развитии туризма, въездной туризм в республику. Якутия активно развивается в сфере IT-услуг и кинопроизводства. В республике работает технопарк, который является региональным оператором фонда Сколково. В рамках технопарка работает IT-парк. Также в республике работает более 20 киноиндустрий и творческих коллективов. По данным регионального Минкульта, за 10 лет выпустили более 100 полнометражных художественных кинокартин. Разворот нашей страны на восток, который сейчас идет, он как раз создает для Дальнего Востока и для Якутии, в частности, огромные возможности. Но для того, чтобы тот очень значительный промышленный рост, который сегодня есть в республике, а у нас по итогам 10 месяцев промышленный рост 12,4%, это один из лучших показателей в целом по стране, и стал таким, знаете, мощным драйвером для развития и Дальнего Востока, и в целом страны. По итогам форума можно с уверенностью сказать, что сейчас укрепился тренд на изменение образа региона, начавшийся с августовского визита Михаила Мишустина. Якутия преодолевает стереотип сугубо ресурсодобывающей республики и развивает компетенции, которые помогут ответить на актуальные вызовы и вывести экономику на новый уровень. Петр Васильев, Светлана Амосова, Григорий Николаев, Артем Алексеев. Якутия. День за днем.